Мы остаемся сырьевым придатком. На нас зарабатывают вот такие олигархи, как Мордашов. Внутри республики Саха ничего практически не остается. Любой нормальный мужик посмотрит на него и скажет: я не пойду на войну, потому что мне там оторвет ногу. Прямо черным по белому написано коррупционная составляющая. Это карманный банк жены главы республики Саха Айсена Николаева. А чему радоваться? Радоваться тому, что из тебя ресурсы все выкачивают. Последнее, да? Меня зовут Раиса Зубарева. Вы на канале Движение за независимость Саха. Раскрою такую страшную тайну. На днях зампред правительства Джулустан Борисов отчитался. Он сказал, что от добычи угля республика получает всего лишь 3% налоговых отчислений. Между тем, наше правительство все время любит хвалиться, что вот у нас такие очередные побитые рекорды. Например, за 2025 год в республике Саха было добыто 52 тонны угля. Ну, это вообще рекордная цифра, да, для нас. Это, на минуточку, почти 500 миллиардов рублей. То же самое с золотом. Золото, ну, тоже это в отчетах есть, золото за прошлый год добыли 57 тонн. Это около 400 миллиардов рублей. На этом фоне мы читаем, значит, новость. Алексей Мордашов, это компания Nordgold, стал лидером среди российских бизнесменов, так как его состояние за год увеличилось до 37 миллиардов долларов, с 28,5 до 37. Мордашов, как известно, его компания Nordgold добывает у нас в республике Саха золото. Ну и вот получается, да, что пока все рапортуют о том, что у нас сверхдобыча происходит, да, в республике Саха, на нас зарабатывают, мы остаемся сырьевым придатком. На нас зарабатывают вот такие олигархи, как Мордашов. Внутри республики Саха ничего практически не остается. Нет, остается 3,3% от добычи угля остается в республике Саха. Вот такая подачка, да, с барского стола жителям республики. Ну и получается, что все вот эти бравурные речи Айсена Николаева о том, что мы добыли столько-то, мы столько-то добыли, мы вообще впереди Российской Федерации. Ну, допустим, по добыче угля мы находимся на 11 месте в Российской Федерации, да, или там на 3-м месте по всему Дальнему Востоку. По добыче золота мы на 1-м месте по всему Дальнему Востоку. Но по сути, вот и все вот эти рекорды в кавычках, да, это отчеты. Это просто отчеты по добыче. Сколько добыли. А настоящая прибыль, она оседает в карманах. И я думаю, что не только в карманах таких, как Мордашов. Там еще и Роснефть, и Росгаз, и Росгидро, и Рос. Все вот, все российские компании, да, которые зарабатывают у нас в республике Саха. Ну и власти республики, потому что они позволяют. С их позволения происходит такая варварская добыча. С их позволения происходит несправедливое распределение налогов, да, денег с того, что у нас добывается в республике Саха. И после этого Айсен Николаев предлагает нам радоваться. А чему радоваться? Радоваться тому, что из тебя ресурсы все выкачивают. Последнее, да? Следующая новость о том, что житель Якутска Алексей Попов подал заявление, уведомление в администрацию Якутска о проведении митинга против блокировок и замедления интернета, мессенджеров и ограничения связи. В уведомлении он указал, что 29 марта будет митинг на 100 человек на площади Орджоникидзе. Это главная площадь Якутска. Также он в интервью журналисту сказал, что, скорее всего, найдется 1000 причин для того, чтобы отказать или перенести митинг на окраину. Помните, как было у партии «Яблоко», когда Наговицын, представитель партии «Яблоко» в республике Саха, проводил митинг, его тоже вынесли на окраину, по-моему, там на Гагарина. Нашелся один единственный такой ответственный гражданин, житель республики Саха, который решился
да, нужно иметь смелость, да, сейчас, чтобы проводить такие мероприятия, решился высказать свое отношение к тому, что происходит в стране в связи с блокировками. Один, единственный на всю республику. Ни Наговицын не вышел на митинг, ни партия «Новые люди», ни коммунисты, да, которые, в принципе, у нас только коммунисты митингуют, да, в последние годы. Им разрешено, их не задерживают, в автозаки не пихают. Вот. И ни партия «Дела», которую, отделение которое возглавляет Виталий никто, вообще никто не вышел на протест против блокировок. Один человек, которого вообще эта проблема волнует. Всех остальных, получается, эта проблема не волнует. Наверное, на протесты выйдут только тогда, когда к ним в дом придут. И из дома, вот так же, как, допустим, сейчас в Новосибирске происходит. Вся страна же об этом говорит. О том, что происходит в Новосибирске. 90 тысяч голов истребили. И вся страна, и блогеры об этом пишут. Ну, топовые блогеры, да, российские. Все об этом говорят, все. И тем не менее, к сожалению, ничего сделать не могут. Власти ведут себя абсолютно по-хамски, делают с народом все, что они хотят. Ну и с Телеграмом та же самая история. Никаких. Вот 29 марта какая-то инициативная группа в Москве и Санкт-Петербурге хочет выйти, да, призывает всех. Ну, это молодежь. Вот, но уже, насколько мы знаем, сегодня им прислали уведомление, с ними уже провели беседы и прислали уведомление о том, чтобы они не раскачивали лодку, да, я так скажу. Вот, ну посмотрим, что пока новостей не было о том, что какой ответ получил житель Якутска на свое уведомление. Алексей Попов. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Но, скорее всего, нет. Тоже в разных городах уже позапрещали, да, подобного рода митинги под разными предлогами. Но и в Якутске, скорее всего, тоже запретят. Гонка за депутатскими креслами в Государственную Думу уже началась. На прошлой неделе мы видели, да, как Ваня Луцкан, значит, скакал тоже по разным мероприятиям и рассказывал, какой он прекрасный врач, какой он прям прекрасный администратор, и как он хорошо будет защищать, значит, жителей Республики Саха. И вот теперь у нас, значит, еще один появился приспособленец. Поближе к кормушке захотел еще один у нас министр Петр Шамаев. И он сходил на этот молодежный форум, вот то, что-то связанное там с войной, да. Потом он еще поехал в Арктику, вообще постит, и он и там был, и тут был, значит, да. Везде побывал, со всеми поговорил. Встречается он, ну, очень активный. Вот я смотрю на него, и у меня вопрос такой, а у него культя вообще не болит? Не болит у него культя? Он же без ноги. Он же без ноги, как он может так много шевелиться? Может быть, немножко, конечно, нельзя так говорить, но тем не менее. Но вопрос, обычный вопрос, культя не болит? А с другой стороны, я так думаю, что ну пусть он почаще ездит. Пусть он вообще по всем улусам Республики Саха, по всем городам и по всем поселкам проедется. Он же ходячая антиреклама СВО. Любой нормальный мужик посмотрит на него и скажет, я не пойду на войну, потому что мне там оторвет ногу. Следующая новость у нас про то, что Алроса создает крупнейший в России кластер по огранке природных алмазов в Смоленской области на базе завода «Кристалл». Да, возникает вопрос, почему Алроса развивает отрасль в другом регионе, а не в Республике Саха. Алмазы наши добывают, в принципе, компания Алроса частично принадлежит Республике Саха. Тем не менее, завод по огранке открывается в другом вообще регионе, в центре Российской Федерации. И это получается, что рабочие места будут созданы не у нас, да, там будут работать не жители Республики Саха, налоги будут платиться не в Республике Саха от создания вот такого завода по, ну, гранильного, да, обучать студентов
молодых людей тоже будут не в республике Саха, не из жителей республики Саха, а каких-то вообще жителей Смоленска. У нас очень крупные, значит, месторождения алмазов. У нас именно в республике Саха. Это вообще же позор. За 30 лет мы так и не создали свою гранильную отрасль, гранильную промышленность. Не создали. И Москва действует в своем, ну, таком колониальном духе, так, как она действует всегда. Республика Саха в этом случае, опять же, показательно является просто сырьевой базой. И все. У нас вот эти ресурсы добываются, все, что с ними происходит, это не наше дело. Вот так они именно это, да, хотят сказать нам, когда платят маленькие налоги в бюджет от добычи, да, платят налоги, когда регистрируют свои компании в Москве и Санкт-Петербурге, под компании, которые добывают ресурсы наши. Вот. И, ну, правильно, не создают рабочих мест. Не создают рабочих мест, а везут людей вахтовым методом работать на любую добычу. Из любых регионов, и даже из Китая везут. Это колониальная политика Москвы. Да. Мы добываем у вас, скажите спасибо вообще, что мы вас добываем, да, а дальше мы будем делать все, что мы захотим. И так будет происходить, пока Республика Саха будет в зависимости от России. Ничего не изменится. Ну и последняя на сегодня новость о том, что Алмаз-Эргенбанк продлил компании Алмар возврат кредитов до 2029 года. Алмаз-Эргенбанк выдал Алмару кредит на 46 миллионов рублей в 2023 году. А дальше была еще открыта кредитная линия на 360 миллионов рублей. В 2025 году должны были вернуться эти деньги, но поскольку Алмар их не вернул, возврат продлили еще на 2026 год, а теперь и на 2029 год. И здесь вообще даже не надо сгущать краски, они очень густые, тут все понятно. Тут прямо черным по белому написано коррупционная составляющая. Это карманный банк жены главы Республики Саха Айсара Николаева, Людмилы Николаева. Это ее карманный банк. Это вообще их семейный банк. Да? Компания «Алмар» — это личная компания Людмилы Николаевны. Вот тут все написано, все как на ладони лежит. И кредит поставки ниже рыночной, да, и отсрочки на продолжительное время. И, судя по всему, лояльное отношение со стороны республиканских властей. Здесь Алмаз-Эргенбанк — это не коммерческая структура какая-то получается, а личный, да, ну сейф, откуда Николаев и Николаевы могут доставать в любое время деньги. Абсолютно спокойно. Можно с полной уверенностью сказать, что прокуратура в этом случае не побежит искать коррупционную составляющую, во-первых, да. Во-вторых, депутаты, вот эти все подголовы и же с ними, да, которые Парахины, которые чуть что сразу бегут стучать в прокуратуру на всяких там оппозиционно настроенных депутатов, они-то тоже будут молчать, да. Языки свои запихают куда, известно куда. Вот. И никто из них не выскажет своих претензий. Куда дел деньги? Что происходит вообще? Где отчеты? Получается, вообще вся республика принадлежит Айсаре Николаевне. Ну, хотя нет. Республика принадлежит Москве и олигархам, вроде Бардашова. А другим остальным, кто там чуть-чуть поближе к власти, да, и пытается пролезть к этой кормушке, как Шамаев, да, им только остается, что вот по всяким форумам на своих пультях скакать, да, для того, чтобы им разрешили приблизиться к этой кормушке, чтобы им разрешили остаться на этих теплых местах. К сожалению, это так и так будет продолжаться, пока мы находимся в составе этого уродливого, пропитанного насквозь коррупцией государства под названием Российская Федерация. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за то, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До свидания.